Домра – уникальный струнный инструмент, яркий символ русской народной культуры с самобытным звенящим звуком. Татьяна Даниловна Спиридонова учит играть на домре в Верхневлюйской детской школе искусств вот уже 50 лет. На торжественное юбилейное мероприятие приехало множество ее учениц. Почти все они связали свою жизнь с прекрасным миром музыки, что еще больше окрыляет Татьяну Даниловну. Перед вами оркестр. Родерикс Компарсита, дирижер Татьяна Спиридонова. Ее учащиеся участвуют во всех фестивалях, конкурсах. Вот в 2015 году они ездили в международном конкурсе в городе Сочи, в Москве, Якутске и участвуют в концертах, проводимых в ЛУСе и в республике. Все преподаватели и работники нашей школы ее уважают, любят. И она сама участвует во всех проводимых мероприятиях УЛУСа.
Ну, с Татьяной Даниловной я работаю вот именно с приезда в Верхневилюйск. Она приехала раньше, она закончила училище в 1975 году, а я чуть позже. Я ее помню со студенческих лет. Жили в одном общаге. Это сейчас, наверное, 202 или 203 микрорайон. Где-то там наша общага была. Очень старое здание, холодное. Там условия, конечно, были экстремальные, когда мы жили. Вот она, я ее сначала не знала, что она из Верхневилюйска. Это потом я уже узнала. Ну, работаем вместе уже более 40 лет. Я уже 49 лет работаю, она вот 50 лет отмечает. Татьяна Даниловна человек трудоголик, так сказать. Она все время трудится, что-то делает. Она приходит с утра, хотя у нее уроки после обеда, она все равно с утра переходит, там с документами работает, и в школе там что-то делает, и все время на действии. Даже во время каникул и даже в отпуске она все время думает о работе. Вот уже где-то в конце отпуска или каникул она уже пишет, вот что мы должны делать уже после каникул, после отпуска. Да, вот все, она об этом думает постоянно, о работе. Ну, она вот так вот очень любит детей, учащихся своих. Она как бы вторая мать у них. Человек, она очень доброжелательная всегда. И у нее учились очень много там, выпускников она выпустила. И все они сдавали эти выпускные экзамены, все по программе, по 4 произведения наизусть. И всегда на уровне сдавали, на 4, на 5. И вот приехала сегодня вот на юбилейное мероприятие ее выпускница Татьяна Аркадьевна. Она сейчас работает в Якутской ДШЕ-2, тоже преподаватель класса Домры. И ее ученица тоже по классу Домры. Таяна закончила музыкальное училище, а потом сейчас учится в Арктическом институте. Она является победителем «Студенческая весна». Это конкурс такой музыкальный, и она стала гран-при. Это очень большое достижение. И еще одна выпускница, Настенька Иванова. Настя у нас вообще со школьных лет очень хорошо училась. Участвовала во всех олимпиадах, защищала честь школы, честь УВОСа. В Вилюйском региональном конкурсе она как бы, сколько конкурсов она во всех участвовала и всегда выходили победителем конкурса. Первые места, вторые места. Это по теоретическим дисциплинам стали лауреатами первой, второй степени. Вот. И она теперь в музыкальном училище научится во втором курсе. И в этом году она стала лауреатом международного конкурса имени Цыганкова. Это величайший музыкант, дамрист, российский дамрист, и его именем в конкурсе она заняла 3-е место. Это международный конкурс. Это очень большое достижение. Мы ее девочками очень гордимся. Сегодня они показали такую технику. Вообще очень хорошее произведение сыграли. Мы все получили очень большое удовольствие. Надеюсь, и другие слушатели получили удовольствие, наслаждались, слушая музыку. Татьяна Даниловна вправе гордиться своими учениками, ученицами, выпускницами. Они всегда, поступившие в училище, всегда хорошо учились, на хорошем счету. И по другим, вот, по теоретическим дисциплинам они тоже хорошо учатся. Поэтому мы девочками очень довольны и гордимся ими. Надеюсь, они еще больше достигнут в других конкурсах. Еще мы услышим их имена.
припев повторяется фа, ре, ре, ми, до, звук до конца, ми, ре, до, си, ля, ля. Она по сей день неустанно работает. В этом году на ее попечении 9 учениц из Намского и Верхневилюйского наслегов. Наша мама полвека посвятила свою жизнь к музыке, искусству. И мы своей мамой, я очень горжусь. И в этот юбилейный день я очень рада услышать благодарности родителей, учеников, выпускников. И еще я хочу пожелать своей маме дальнейшего здоровья, успехов и много благодарностей. Полвека преданная своему делу преподаватель, сейчас ветеран культуры, отличник культуры Республики Саха-Якутия, незаменимая заведующая народного отделения детской школы искусств.